Рахмат, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на этот законопроект. Ни одна статья данного законопроекта, на мой взгляд, она не является ни конструктивной, ни необходимой. Есть разрушительные нормы. Я считаю, что данный законопроект не может быть поддержан. Это позиция, которую высказал и проголосовал наш комитет по правопорядку. Объясню почему. Первая, 39-я статья, о которой многие говорили, убирается ответственность за разрушение историко-культурных памятников. Это в стране, которая себя позиционирует страной туризма, привлечения туризма, в том числе с точки зрения историко-культурного направления. Да, в кодексах есть ответственность, но это профильный закон. И как раз детали и механизмы расписаны здесь. Эту статью нельзя убирать, ни в коем случае. Вторая поправка, которая предлагается, правительству дать возможность вносить свои коррективы, определять, что есть вредный контент для детей, что нет, что такое цензура и мораль. Я сомневаюсь, что это правительство способно определять с точки зрения морали вообще какие-то направления и принципы. И уж точно создавать совет по цензуре и некоторые такие моральные направления, я думаю, это никак не прерогатива на сегодняшний день со стороны государственных органов этого правительства и министерства. Следующая поправка, ради которой все вообще было внесено, этот законопроект был внесен, она вызывает очень большие обсуждения и сомнения у наших местных телерадиокомпаний, вещателей, которые на сегодняшний момент вынуждены работать в сложных условиях. Между прочим, 2 зарубежных канала, речь идет об ОРТ и РТР, находятся в соцпакете, и получается, что с июля 2019 года без законных оснований, вот их деятельность в данном случае не урегулирована. Эта поправка вносится, чтобы урегулировать деятельность, якобы дать возможность местным каналам развиться. Никогда на фоне сильных каналов других стран местный телерынок, телерадиокомпании не смогут развиться. Это наоборот останавливает и задерживает их развитие. Поэтому было обращение, в том числе в наш комитет Союза компаний, наших телерадиовещателей, защитить отечественный рынок производителей. Поэтому все 3 нормы, они, на мой взгляд, вредоносные. Рахмат, уважаемые коллеги, вы сами видите, что полемика большая вокруг этого законопроекта. Есть некоторые законопроекты, которые нельзя улучшить ко второму чтению, просто потому что их концепция изначально нелогична, неправильна. И вот этот законопроект как раз относится к такому виду. Поэтому я бы попросила проголосовать против, поскольку во втором чтении улучшить невозможно ни нормы введения цензуры со стороны правительства, которые, кстати, в условиях антикризисного бюджета, они лягут еще и бременем на бюджет. Действительно нет анализа регулятивного воздействия. Если правительство будет создавать комиссию, так называемую, по цензуре для СМИ, это прежде всего увеличение штатов, это расходы из государственного бюджета, это соответствующее оборудование, чтобы мониторить более 60 каналов. Так или не так? Это требует расходов. Сам закон не требует, но создание вот этих мониторинговых центров, и вообще служба мониторинга, она требует определенную сумму. Вот о чем и речь. Уважаемые коллеги, вы сами понимаете, мы приняли вместе с вами антикризисный бюджет, где сокращаем расходы госорганов. Неужели сейчас на этом фоне, для того, чтобы вводить цензуру, мы будем принимать законопроект, который увеличивает расходы министерства, несет дополнительные бюджетные расходы ради интересов нескольких компаний зарубежных и ради того, чтобы ввести цензуру? Это абсолютно недопустимо. Я считаю, что парламент должен позицию свою проявить. И я вижу, что представители правительства активно ходят по залу, пытаясь убеждать депутатов поддержать в первом чтении. Я знаю, какие договоренности стоят за этим законопроектом. Но это все нанесет вред и отечественным нашим телерадиокомпаниям, я хочу сказать, не позволит им продолжать развиваться, нанесет урон нашему и без того дырявому бюджету дефицитному. И на сегодняшний момент этот законопроект является опасным. Я прошу отклонить его, уважаемые коллеги. Рахмат. Уважаемые депутаты, на самом деле эти статьи, эти пункты до сегодняшнего законодательства были. Никаких нововведений здесь практически нет. Здесь идет работа только по
соотношение нескольких законов, совершенствование законов, поэтому Рахмат. все эти пункты были, мы никакие... Нет, там уважаемые коллеги, тогда еще раз новых пунктов не послушайте делаем. ответ министра, да, и меня комментировать не надо. 10 секунд дайте. Он секунд. Сами послушайте ответ министра. Денежные затраты нужны из бюджета. Министр сказал. Сказал, что этот законопроект не несет изменений. Зачем тогда он нужен? Это просто абсурдно. Нет, эта работа должна была бы делаться давно, в смысле того, что дополнительные какие-то центры должны были создаваться, раз уж мы когда-то сделали эти статьи. Но на сегодняшний день, до сегодняшнего дня эти статьи не работали, не было этого центра, не Рахмат. было необходимости в этих дополнительных расходах. Рахмат.